Сообщение рыбаке, провалившемся под лед на реке Казанка, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 17 часов 35 минут. Спасателей вызвал его товарищ по увлечению. Рыбаков было двое, оба вышли на Казанку порыбачить, но, как мы видим, льда здесь практически не осталось, кругом одна вода. Такое рисковое занятие сыграло с ними злую шутку. Под воду провалились оба рыбака. Один из них сумел выплыть и добраться до берега. Оказавшись в безопасности, не увидел своего 45-летнего приятеля ни рядом с собой, ни на том месте, где недавно рыбачили. Прибывшие на место спасатели обнаружили лишь его вещи. Сотрудники МЧС были здесь сутки назад, предупреждали рыбаков об опасности. Клёва не было, но все сидели и ждали. Кто-то под воду уже уходил, выбрался и снова пришел на рыхлый лед. Просто провалился, и там как пуля выпрыгиваешь, и там уже нет самое. Так что, чтобы плавать, не было. Проснулся в 5 часов, выходил по квартире, чайка попил. Все. Не вмоготу. Потому что знаешь, что еще можно. Вот и все. Провалился, где вход там. Не испугались? Не, пошел переоделся, опять приехал обратно. По правилам, выходить на лед можно при его толщине больше 7 сантиметров. Если она где и соответствует нормам, то структура не как зимой. Лед рыхлый и пропитан водой. И даже если кое-где еще выдерживает вес человека, то через несколько часов льда практически не остается. В эту ловушку в ночь с пятницы на субботу на озере Кабан попал мужчина. Он вышел также порыбачить. Когда провалился под лед, стал звать на помощь. Его услышали, вызвали спасателей. Но добраться до него было практически невозможно из-за хрупкого льда и воды вдоль берега. Добравшись до полыни, рыбака там уже не нашли. Тело в субботу в 3 часа дня в 150 метрах от берега обнаружили водолазы. Личность погибшего до сих пор не установлена. Тело 45-летнего мужчины, ушедшего под лед на Казанке, спасатели нашли в воскресенье в 20 часов 20 минут на глубине 4 метров и в 30 метрах от берега. Второму рыбаку медики оказали помощь на месте. К слову, по прогнозам, температура воздуха на этой неделе местами по республике достигнет 15 градусов. И еще от прочности льда пойдет уже не на часы, а на минуты. Айрат Назипов, Елена Саляхова, Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин и Константин Бушуев. Вызов 112.